Армысыздар, бұл ақпарат және қоғам жобасы. Мен Асхат Садырбай. Бүгін бізде қонақта ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Александр Данилов. Александр, көргеніңізге қуаныштымыз. Добрый день, очень рад всех приветствовать. Сегодня мы находимся в городе Кунаев, и действительно очень насыщенная программа. Мы посещаем молодежный ресурсный центр, узнаем, как там все действительно работает, и встречаемся с молодежью. Я думаю, очень много интересного узнаем о том, как действительно должно работать государство для того, чтобы молодые люди получали то, что они хотят. Я жастарға қатысты сұрақтар өте көп, жастар толғандыратын мәселелер де көп. Біз бүгін оны осы бағдарламада талқылаймыз. Ендеше тамашалаңыздар. Сонымен әңгімемізді бүгінгі сапардан бастасақ, Қонаев қаласына келудегі негізгі мақсатыңыз қандай? Нам очень важно понимать, как молодые люди, охваченные государственной поддержкой и вообще в целом коммуницируют с государством в рамках молодежной политики в регионах. Сейчас Кунаев стал новым областным центром, а как мы знаем, в будущем, в скором уже будущем, молодежь станет основной стратой населения Казахстана. Мы должны быть к этому готовы. Сегодня мы, во-первых, приехали, самое главное, узнать, каким образом осуществляется государственная молодежная политика, в каком здании находятся молодежные ресурсные центры. И, конечно же, встретиться с молодежью, переговорить, как мы обычно проводим эти дискуссии, это в первую очередь проблемные вопросы. Нам очень важно понимать, какие проблемы их преследуют, где нам стоит улучшить свою практику. И сегодня такая открытая дискуссия, я надеюсь, получилась. Мы достаточно несколько интересных выводов везем обратно с собой в столицу. Почему именно этот город Қонаев, а не там Шымкент или, не знаю, Жезқазған? На самом деле мы очень много сейчас планируем быть в регионах. Чем дальше, тем лучше. Почему? Потому что все же понимают прекрасно, чем дальше от центра, тем несколько в странном свете работают те или иные государственные инициативы. Мы уже были в Чуйском районе Жамбылской области, мы уже были в Каркаралинском районе Карагандинской области. А сюда, в Кунаев, мы попали, потому что очень важно понять, как в новом областном центре выстроена инфраструктура. Мы можем прогнозировать, здесь будет приток населения. Да? И мы должны понимать, каким образом выстроена работа с молодыми людьми, каким образом профессионалы, которые здесь находятся, будут осуществлять свою деятельность. И все эти материалы мы, конечно же, с собой отвезем и будем принимать конкретные решения для того, чтобы улучшить эту практику. Жастар ресурстық орталығына қатысты сұрақтар өте көп. Бүгінгі таңда жастар ресурстық орталықтары қалай жұмыс істеу керек? Бағыттарын өзгерте ме? Өйткені менің білуімше қазір жаңа идеялар талқыланып жатыр. Бұл туралы бір жаңа ұсыныстар да бар сияқты, оны өзіңіздің фейсбугыңыздан оқып қалдық. Осы туралы айтып өтіңізші. Тут история такая. Нам нужно очень важно понимать, что молодежные ресурсные центры – это, наверное, сейчас основной инструмент того, как государство работает с молодыми людьми. Но именно в направлении молодежной политики. Но здесь очень важно понимать, что по данным национального доклада «Молодежь», который делает научно-исследовательский центр «Молодежь», только 5% молодых людей знают о том, что молодежные ресурсные центры существуют и пользуются их услугами. Это категорически мало, это не очень хорошая цифра. И наша задача перезапустить деятельность МРЦ. Многие МРЦ, там, как я сегодня говорил, работают действительно герои. У них не такая высокая зарплата, и они, несмотря на это, не уходят туда, где они будут востребованы, потому что хороший молодежный работник, он востребованный специалист, он может и в бизнес уйти, и на государственную службу, но, тем не менее, они остаются здесь, и каждый на своем месте пытаются сделать жизнь молодых людей лучше. Сейчас, если говорить о молодежных ресурсных центрах, они занимаются разными вещами. Где-то это организация досуга, где-то это организация занятости молодых людей, где-то это повышение квалификации. Наша задача сейчас, как министерство, обновить эту практику, предложить гибкую модель и дальше уже поступательно развивать молодежные ресурсные центры. Потому что главное, как мы часто говорим, это не только здания, в которых они находятся. Главное – контент, что молодые люди получают от того, когда они приходят. И мы очень хотим, чтобы каждый, кто приходил, и было, во-первых, их не 5%, а 95% как минимум. А во-вторых, чтобы они получали очень высокие услуги, уходили удовлетворенные и использовали знания, навыки, информацию для того, чтобы улучшать качество своей жизни. Как вам сегодняшняя встреча? Какие актуальные вопросы поднимались там? Конечно же, вопросы жилья. Вопросы деятельности МРЦ. Конечно же, вопросы того, как мы представляем Казахстан. И потому что это то, что действительно интересует молодых людей.
вопросы того, как нам вообще дальше будет развиваться молодежная политика. И на самом деле каждый из этих вопросов, он очень емкий. Он действительно отражает чаяния молодых людей. И наша работа — это дать ответ на эти ожидания, корректный ответ. И не только на сегодняшней встрече, а в каждодневной нашей работе. Жаңа әңгіменің басында айтып қалдым, жастар ресурстық орталықтарына қатысты сұрақ өте көп деп. Мен де енді бірнеше аймақтарға жастармен кездесуге шыққанда байқадым. Көбінесе алыстағы қалалар, болмаса ауылдар назардан тыс қалып қояды. Олар өзара бір байланыс орнатпайды. Мәселе неде? Самое главное, на самом деле, вот из всего, что мы обсуждаем, это чтобы их работа молодежных ресурсных центров не была для галочки. Это должен помнить каждый госслужащий, который организует эту работу. Не только сами сотрудники МРЦ, но и руководство областей, руководство городов, руководство районов. Потому что это воздействие на жизни реальных людей. И если построить эту работу хорошо, можно тысячам людей в районах, а миллионам по всей стране жизнь улучшить. А если эту работу делать плохо, такому же количеству людей можно эту жизнь ухудшить. И это первое, самое важное. Мы должны отойти от формализма. Потому что, очень часто приходится видеть, все отчитываются, все говорят, все хорошо, а потом, когда суть до дела доходит, оказывается, что МРЦ находится за закрытыми дверями на 4-м этаже акимата. Понятное дело, туда никакой молодой человек просто физически не может попасть. О чем можно говорить? Как работа с молодежью выстроена? Это первое. Второе, очень важно, это создать возможности для реализации потенциала молодых людей на базе молодежных ресурсных центров, чтобы поддерживались инициативные группы. Вот мы сегодня как раз-таки обсуждали, очень хорошее было предложение заняться интеллектуальным контентом, дебатами. Это действительно очень важный вопрос, потому что нам нужно в Казахстане интеллектуальное движение развивать, поддерживать и так далее и тому подобное. Идей очень много. И конечно, поступательно, не все сразу, но мы свои предложения готовим. Уже создана рабочая группа для того, чтобы попытаться сделать МРЦ более гибкими, чтобы каждый молодежный ресурсный центр в каждом районе соответствовал своей работой ожиданиям именно молодых людей в этих районах. Не просто формально существовал, чем-то занимался, а конкретно отвечал на запросы молодых людей. Если мы эту работу проведем эффективно, мы сейчас уже приглашаем гражданское общество, экспертов, во-первых, для консультации, во-вторых, для обсуждения. Я думаю, акиматами эта инициатива будет подхвачена, и мы реализуем ряд пилотов, которые будут действительно примером. И тогда все подтянутся. Әрине, жастар өздерінің көкейлерінде жүрген мәселелерді жеткізгісі келеді. Бірақ көбісі оны қайда барып айту керек, ол мәселені қалай шешу керек, қандай жобаларға қатысу керек, қандай бағдарламалар бар, ол туралы ақпаратты көп біле бермейді. Бұл ретте алдағы уақытта қандай жобалар жүзеге асады? Для того, чтобы решать проблемы, не нужно опираться только на видение чиновников. Это не всегда правильно. Мы сейчас как раз-таки выстраиваем свою политику на базе evidence-based. То есть, что это означает? Это базирующаяся политика, базирующаяся на доказательствах. Что это означает? Мы берем исследования, мы берем реальных экспертов и консультируемся с ними. И только потом принимаем решение. Это первое. Второе. Мы отходим от объектности молодежи к субъектности. Ушло то время, когда мы должны им показывать, куда строем нужно ходить. Пришло то время, когда мы должны взаимодействовать, когда молодые люди должны нам говорить, как мы должны работать. Мы должны становиться сервисом. И кстати, мы когда разговариваем с очень многими инициативными группами, они очень высоко ценят такую поддержку, именно сервисную. Для этого мы сейчас прорабатываем изменения. Как раз-таки мы предлагаем рекомендации для советов по молодежной политике при акимах. Потому что если молодые люди в каждом районе будут иметь реальное влияние на процесс принятия решений, то и политики там, то и все проблемы будут решаться гораздо более эффективно, чем если мы будем сидеть из центра, раздавать какие-то указания. Это должно быть полноценное взаимодействие общества и государства, конкретных молодых людей. Мы не должны забывать про инклюзивность, мы не должны забывать про гендерный компонент. Вопросов очень много. И на самом деле, из последнего, то, что нам уже удалось запустить, сейчас как раз-таки идет грантовый конкурс проекта Just Project, мы его продолжаем. Конечно, это пилотный режим, мы немного меняем условия, так как это будет соответствовать бюджетному законодательству. Мы пытаемся запустить пилот, который будет не во всех регионах запущен, только в нескольких областях, для того, чтобы понять, как эти правила работают
работают, какие мы допустили ошибки, и затем уже, когда мы будем запускать на всю страну, и все их исправить. Потому что я всегда придерживаюсь очень четкого правила. Систему характеризует не ошибка, а реакция на нее. Поэтому мы все наши гипотезы, во-первых, должны подтверждать доказательствами научными, социологическими. Во-вторых, мы должны их проговаривать с сообществом. И в-третьих, мы должны запускать их пилотами. Поэтому здесь очень важно другое, что мы хотим, чтобы гражданское общество работало с нами теснее. Мы приглашаем всех к этому. Поэтому, друзья, у меня большая просьба, чтобы мы могли такую работу проводить. Нам нужны ваши мысли, нам нужно ваше мнение. Это я хочу обратиться ко всем. Тут еще важный один момент. Это охват информации. То есть не все информированы об этих Я понимаю. конкурсах, Нет, проектах. здесь история тоже, мы это понимаем. Во-первых, информационное неравенство, неинформированность, это один из самых сложных видов неравенства, который сложнее всего решить. Нам нужно усилить работу с молодыми людьми, мы должны их информировать. Но это не должно быть традиционными средствами массовой информации. Кто из молодых людей, объективно, целыми днями смотрит телевизор, чтобы мы могли до них достучаться. И здесь тоже мы думаем о том, как нам работать с лидерами мнений, как нам работать с популярными платформами, для того, чтобы молодые люди, хотя бы в большинстве своем, знали, куда обратиться, что конкретно делает государство или НПО или международные организации, для того, чтобы им помочь, каким образом податься, и доверяли этой информации. Это тоже предмет нашей работы. Енді президент жанындағы жастар саяси кеңес жайлы сөйлессек. Жақында ғана құрам жаңарды. Бұл кеңестің жұмысы бүгінгі таңда қалай жүріп жатыр? Қандай жаңалықтар бар? Во-первых, надо понять, что я думаю, очень многие молодые люди, действительно, во-первых, увидели в этом совете тех людей, которых они читают, чье мнение они воспринимают. Он еще такой собрался достаточно разноплановый, очень много разной экспертизы в совете, как и другие такого рода национальные институты, консультативно-совещательные, там также будет происходить ротация. То есть мы будем все-таки, я думаю, ориентироваться на разные страты, на представленность разных мнений. Уже сейчас члены совета на самом деле играют важную роль. Они включены в ряд общественных советов министерств самостоятельно. То есть это еще раз подчеркивает, что они могут быть представителями. Во-вторых, многие из них уже участвуют в рабочих группах по законопроектам, которые действительно представляют молодежную страту при отстаивании тех или иных вопросов, в том числе и на законодательном уровне. Это достаточно объемная работа. В данный момент сформированы комитеты этого совета, и я думаю, что встречи с министрами, которые также проходят, на которых также происходят достаточно емкие дискуссии, достаточно широкого плана, я честно проговорю, они способствуют тому, что молодежная политика формируется в гораздо более качественном формате. Я думаю, в ближайшее время мы от членов Совета, еще от самого Совета как института, увидим ряд инициатив, которые действительно будут востребованы в обществе. Но мне больше всего нравится, что это инициативная площадка, где никому не платят денег, где каждый действительно очень трепетно относится к ответственности того, чтобы находиться в этом совете, и действительно поднимает разные темы. Очень много того, что обсуждается в социальных сетях, поднимается в том числе и на площадках совета и действительно влияет на принятие решений. Көп рахмет. Істеріңізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, ақпарат және қоғам жобасының кезекті саны осымен тәмам. Бізде бүгін қонақта болған ақпарат және қоғамдық даму вице-министрі Александр Данилов. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.